Каждая девушка хочет выглядеть индивидуально. Достигается это во многом благодаря одежде. Поэтому открытие в Центре детского творчества обучающей швейной мастерской обрадовало многих. С сентября 2023 года мы подписали соглашение с Центром опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия о том, что мы можем обучать практической части детей на базе нашего центра, а теоретически на платформе цифровой самого Центра опережающей профессиональной подготовки. И, получается, дети получают образование уже о первой профессии, не выезжая из нашего района. Мы выдаем благодаря этому центру свидетельство государственного образца. Сразу после окончания школы и получения свидетельства они могут приступить к должности, соответствующей свидетельстве. Как рассказала нам педагог дополнительного образования София Игнатьева, в прошлом году мастерскую посещало 15 старшеклассниц. С начала этого учебного года к занятиям приступило уже 14 девушек. В прошлом году девочки все у меня сшили шоперы. Потом вторым изделием у нас некоторые сшили спортивные штаны. И одна девочка сшила юбку в бельевом стиле. То есть у каждой вышло по 2 изделия. И одна из девочек, старшеклассница, получила сертификат, остальные получили свидетельство. На занятиях педагог научит правильно снять мерки, сделать выкройку, объяснит все, что нужно знать о тканях и швейном оборудовании. Поможет освоить современные технологии работы и изучить модные тенденции. Я хочу, чтобы каждая девочка выбрала для себя изделие, и мы подберем, и каждый индивидуально будет шить свое изделие, чтобы не было одинаково, потому что вот сшили одинаковые штаны, и не всем это понравилось. То есть они вышли из одинаковой ткани, одинаковый примерно фасон, я вот хочу, чтобы было более-менее разнообразно. Получить вместе с аттестатом еще и свидетельство государственного образца – это уже хорошо. И даже если это не станет профессией, пригодится. В жизни всегда ценились умелые руки. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Усть-Нера.